О перспективах развития туризма в Коми сегодня говорили в финно-угорском этнопарке. В село Иб высадился десант депутатов Госсовета Республики. Профильное ведомство подвело промежуточные итоги сезона и поделилось планами на будущее. Что республика уже сегодня готова предложить искушенному туристу, а над чем еще только предстоит поработать, разбиралась Ксения Лосева. Площадка для разговоров о туризме в Коми, финно-угорский этнопарк, выбрана не случайно. Многофункциональный комплекс – один из центров притяжения туристов. Ежегодно сюда приезжают гости не только из других регионов, но и стран. В этом году здесь сразу несколько серьезных изменений. Капитально отремонтировали веревочный парк, установили забор, перенесли загон для лося. А недавно дополнительно к гостинице открыли и хостел. Теперь на территории могут разместить сразу до 100 человек. Печора-Илочский заповедник, национальный парк Юг-2, Лозымская пуща, Парайские озера – нашей республике и правда есть что показать даже самому искушенному туристу. Тем более теперь, когда его взор обращен не на внешний, а на внутренний рынок. Правда, и внутри страны за внимание туриста еще придется побороться. Сегодня на первый план выходит сразу несколько факторов. Это и уникальность предложения, и стратегия продвижения. Есть продукты, которые могут сегодня создаваться там в течение нескольких недель. И есть продукты, которые должны создаваться в течение нескольких лет. То есть если это если какое-то строительство или какой-то там капитальный ремонт, там, я не знаю, строительство дорог, домов, этих же кемпингов. А есть сегодня такие небольшие проекты, которые не требуют и больших вложений, не требуют большого времени. Суровый климат, шквалистый ветер и другие трудности путешественникам, приезжающим в наш регион, не страшны. А вот с наличием необходимых условий и туристической инфраструктуры вопрос стоит сложнее. Здесь Коми еще только начинает делать свои первые шаги. Для того, чтобы они были успешными, необходимо поддерживать и предпринимателей. Строить дороги, отели – это вопрос вложения расходов, инвестиций, скажем так. У людей должен создаться желание, интерес, рискнуть и войти в этот бизнес, а значит, они должны видеть поддержку государства в режиме компенсаций, в режиме поддержки и снижения административных барьеров. Сегодня в регионе 136 гостиниц и хостелов. Вопрос не столько в количестве, сколько в качестве. Не только привлечь туриста, но еще и обеспечить его безопасное и комфортное пребывание на территории региона – задача непростая, но все же, как показывает практика, выполнимая. Впереди у нас рассмотрение госпрограмм при подготовке к бюджету Республики Коми на 23 и перспективы на 23-25 годы. И мы, естественно, при рассмотрении госпрограмм, связанных с Министерством культуры Республики Коми, отдельно посмотрим как раз их предложения по созданию концепции развития туризма в Республике Коми. Не потеряться среди массы предложений и достучаться до сердца потенциального путешественника получится только при комплексном подходе. По итогам сегодняшней встречи будет создана специальная рабочая группа. В нее войдут не только специалисты профильного ведомства и парламентарии, но и представители бизнеса. Ксения Лосева, Иван Богомолов, телеканал Юрген, Сыктывдинский район.